Фестиваль Хибла-Герзмава приглашает центральное музыкальное событие каждого лета в Абхазии уже на протяжении 23 лет. Перед первым концертом фестиваля Хибла-Герзмава пианист Денис Мацуев и актер, ректор Щукинского театрального училища Евгений Князев встретились с президентом Бадрой Гунба, который поддерживал фестиваль, еще будучи на посту министра культуры. По словам Бадры Гунба, этот фестиваль – уникальная возможность прикоснуться к великому искусству. И благодаря Хибла-Герзмава она появляется у каждого жителя Абхазии. Хотел бы, конечно, от лица наших соотечественников поблагодарить вас, уважаемая Хибла, за ту уникальную возможность соприкоснуться с величием музыкального искусства и то, что мы имеем возможность встречать именитых гостей в рамках данного фестиваля. Благодарю вас за такую возможность. Свой первый фестиваль Хибла-Герзмава посвятила родителям. В этом году он приурочен к 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Открытие у нас будет такое же грандиозное, как и всегда. Посвящаем Владиславу Григорьевичу Ардзинба. Для меня он главный абхаз. И мне, конечно, очень приятно сделать вот такую дань сегодня. Спасибо большое. Один из постоянных участников фестиваля, актер и ректор Щукинского театрального училища Евгений Князев, не упустил возможности обсудить с президентом будущее абхазского театра. По словам народного артиста, его нужно выводить на такой же высокий уровень, как и Русдрам. Потом театр – это прежде всего место, где сохраняется язык. И если этим серьезно не заниматься, а для того, чтобы пошли слушать язык и смотреть спектакли на языке, они должны быть очень высокого уровня. И здесь я сегодня приводил цитату Федерико Гарсио Лорке, который говорит о том, что драматический театр может в очень короткий срок объединить всю нацию и возвысить ее, если у него за спиной растут крылья. Но если крыльев нету, а копыта вместо крыльев, то этот театр может развратить нацию. Поэтому, так как я являюсь и получил звание народного артиста Абхазии, поэтому я имею, наверное, какое-то право, что ли, о том, чтобы хотеть, чтобы это развивалось. Мне бы хотелось, чтобы и абхазский театр развивался и был не менее значим, чем тот театр русский, который находится сейчас в Абхазии, театр имени Фазилия Искандера. О своем видении работы театра в Абхазии рассказала Хибла-Герзмава. По ее мнению, у обоих театров, и русского, и абхазского, может быть один руководитель. Равиль Иванович Химба, он один из величайших театральных людей, который на сегодняшний день может поднять два театра. И я думаю, что можно даже, наверное, и подумать о том, чтобы соединить два прекрасных театра, и чтобы был один руководитель, это было бы вообще замечательно. А прославленный во всем мире пианист Денис Мацуев рассказал президенту забавную историю, которая произошла с ним накануне в Новоафонской пещере. Я повел свою семью, дочку, маму, супругу в Новоафонские пещеры, мои любимые. Я каждый зал знаю наизусть, я просто им показать. Проезжаем, экскурсовод, чудная женщина, совершенно изумительная, видно, фанатка своей работы, она здесь много лет уже работает. Преклонение к каждому сталактиту, вот. И, узнав меня, в 5-м зале сказала, что, простите, можно я вас представлю публике? Для нас так, здесь проводим концерты, здесь орган даже электронный был, и хор пел здесь. Раз уж вы здесь, давайте я вас представлю. Пожалуйста. Одну минуточку внимания сейчас. Для нас такая честь, что вот на этой экскурсии так совпало, что нас посетил знаменитый оперный певец театра оперы и балета Денис Мацуев. Пошел легкий холодок среди туристов. Некоторые начали вглядываться. Подожди, вроде же он на рояле. Нет, тебя попросили. Да, она говорит, и от меня личная просьба. Пожалуйста, можете, хоть несколько моментов, спойте нам, пожалуйста. Я говорю, я не в голосе, я не распет. Денис Мацуев приехал поучаствовать в фестивале Хибла-Герзмава прямиком со своего фестиваля, который проходил в Сочи. Выдающийся пианист пожелал Абхазии появления большого концертного зала, который позволил бы проводить масштабные музыкальные мероприятия. А затем артисты отправились сажать деревья на набережной. Это уже стало традиционной частью фестиваля Хибла-Герзмава приглашает. Марианна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.